Перрон же до вокзала Грозного с раннего утра буквально заполнил солдатами 249-го отдельного специального моторизованного батальона внутренних войск МВД. Они не на спецоперации никуда не выезжают, а наоборот встречают своего боевого товарища. Разведчик Хамзат Алмурзаев везет домой заслуженный зеленый берет. Разведка, государственная хасовитя Ахмедовский район. شق بوش خني تلقى حمزة بوش هو وين السلوجي شيء بديت يا خن شق والله إذا بق أبو دق أبو تكون بس يعني قيس على دبلنيتنا أدرنا الانتقاد أوليس مثلا زوق عند الدار يعني بيت كيو ده مصر بدر زي إشكاه مصر صوت إشكاه بو نشيك أنت قيم عصوب وليد. И вот поезд Москва-Грозный прибыл. Солдаты с восхищением принимают своего боевого брата, достигшего мечту каждого разведчика. Зеленый берет является знаком высшего мастерства. Для того, чтобы его заслужить, силовику нужно преодолеть множество сложных задач. Как говорят в народе, огонь, воду и медные трубы. Хамзат признается, что идти к заветной мечте было нелегко. Это целых 10 лет службы в силовом блоке, постоянные вылазки, спецзадания. В общем, немало сложнейших операций. Подобный опыт очень важен в таких соревнованиях. В трехдневных соревнованиях самым сложным, по словам Хамзата, были марш-бросок на 10 километров и полоса препятствий с полной разгрузкой, вес которой достигает 40 килограмм. Дополнительное волнение вызывало и то, что провал хоть в одном задании является поводом для дисквалификации. Хамзат не единственный, кому в этом году удалось получить зеленый берет. Еще 4 бойца 249-го отдельного специального моторизованного батальона внутренних войск МВД России по Чеченской Республике заслужили звание лучших разведчиков. Сразу с вокзала бойцы отправились в свою часть, где приступили к прямым обязанностям. Сами силовики в дальнейшем планируют помогать своим товарищам в получении зеленого берета. Данный головной убор является символом исключительных боевых достоинств человека и присуждается в качестве признания высших навыков разведчика. Асан Аль-Букаев, Булат Баканаев. Новости.